بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Если позволите, то начало этого напоминания будет с некой небольшой дискуссии. Дискуссии с теми, кто не посещал урок в понедельник и в пятницу. На первом, на втором или на третьем курсе. Начнем разговор с того, что подумайте, пожалуйста, и скажите основные качества успешного человека в этой жизни. То есть, по-другому, когда мы считаем кого-то или себя успешными, и это чувство дает нам определенные силы, соответственно, определенную энергию, который позволяет нам делать больше, чувствовать себя комфортно в обществе. Так этот вопрос хотел бы я задать вам. Какие основные качества успешного человека в этой жизни? Попрошу ответить, кто сможет. Ставить цели и достигать их. Ставить цели и достигать их. Усердие. Усердие. Планирование. Планирование. Терпение. Терпение. Тут два человека, 4 ответа. Еще. Как? Справедливость. Отлично. Образование. Хорошо. Упорство. Упорство. Угу. Хорошее здоровье. Хорошее здоровье. Достаток. Достаток именно финансовый? В семье. Достаток в семье. Хорошо. Богобоязненность. Богобоязненность. Угу. Четкое понимание того, что делаешь. Четкое понимание того, что сделаешь. Угу. Бывает то, что человек не понимает, что он делает. Может. Хорошо. К чему этот вопрос? И почему я его ограничил этой жизнью? Я чуть-чуть опередил, сказав, что этой жизнью. Почему? Потому что когда спрашиваешь и задаешь вопрос, какие основные качества успешного человека, то очень часто задают встречный вопрос: в этой жизни или в будущей жизни. Позвольте спросить, хорошо, если есть такое разделение, это жизнь и будущая жизнь, тогда какие качества успешного человека в будущей жизни? В этой жизни мы этого не нуждаемся? Угу. Поэтому, как? В этой жизни она нам не нужна? Она нам там меньше всего понадобится. Вот здесь она понадобится, потому что богобоязненность этой жизни, это будет отражаться в будущей жизни. Потому что богобоязненность, как правило, приобретается убеждением и делами. К примеру, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Бакара, самый первый аят, в котором приходит веление, когда Аллах Субхану ва Тааля обращается ко всем людям, говоря: «Я айюхан насу убуду раббакум аллади халакакум валладина мин кабликум лааллакум таттакун». О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который создал вас и создал тех, которые были до вас, дабы вы будете богобоязненными. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит, в аяте поста, где мы знаем то, что Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь, говорит: «Я айюхалладина аману кутиба алейкум сияму кама кутиба аля алладина мин кабликум лааллакум таттакун». О те, которые уверовали, и был предписан пост вам и тем, которые были до вас, дабы вы станете богобоязненными. Или, например, сурат Аль-Хадж от начала до конца говорит о богобоязненности. В этой суре есть вера в судный день, в этой суре есть действие хаджа, и все это связывается с богобоязненностью. Поэтому, наверное, еще дайте последнее какое-то качество успешного человека в будущей жизни. Сказали богобоязненность, сказали довольство Аллаха, Субхану ва Тааля, еще. Щедрость. Щедрость в будущей жизни. Самокритичность. В будущей жизни. Оценка себя имеется. В будущей жизни. После смерти, то есть, хорошо по-другому. Качество. Угу. Вот. Поэтому самое первое и важное понимание, которое мы должны понимать как мусульмане,
Мы не различаем между этой жизнью и будущей жизнью в оценке себя. Почему? Потому что будущая жизнь напрямую зависит от того, что мы делаем в этой жизни. Поэтому если кто-то вам скажет, успешный человек, если у вас появится разделение будущее или настоящее, то поймите, это ошибочное разделение. Оно неправильное, которое у нас, может быть, заложилось в сознании, в нашем понимании, но оно на самом деле неправильное. Почему? Потому что основной успех, который мы приобретаем в будущем, он зависит от успеха нашего в этой жизни. И из этого истекает на самом деле, что такое успех в настоящих его, в реалиях. Все, что вы сказали касательно успеха, это действительно оно так и есть. Но это не первостепенная вещь. Есть первостепенные вещи, которые я вам сейчас скажу, вы, я думаю, откажетесь от своих слов. К примеру, если человек не верует, не признает единство Аллаха, субхану ва тааля, пророчество Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и всех пророков, его усердие поможет в его жизни. Тот, кто сказал усердие, это признак успешности. Хорошо, его терпение поможет ему в его жизни. Его достижение цели поможет его в будущей жизни. А ведь наш критерий, от чего мы исходим, что человек успешный или неуспешный, это жизнь или будущее? Смотря в чем он Во всем. Да. Хорошо, поэтому мы от чего исходим, говоря об успешности человека? От будущего или от временных вещей? От конечной цели. Поэтому я просто хотел бы обратить ваше внимание, то, что мы иногда, когда видим то, что успех это на самом деле в достатке, это в хорошей машине, это может быть, каждый ставит свои определенные критерии, то на самом деле не нужно забываться, то, что есть вещи, которые они первостепенные, на которые нужно обращать внимание. Из таких вещей я вам назову первую основную вещь – это вера. Тот, кто имеет веру в этой жизни, то этот человек на самом деле, он успешный человек. Почему? Потому что бы с ним ни произошло, пускай это будет богатство или пускай это бедность, это все временное, и после смерти эта вера даст свой результат. Хорошо? Второе, после веры, это, наверное, обязанности, которые мы выполняем. У каждого они разные. Поверьте, у мужчин они отличаются от женщин, у отцов отличаются от детей, у сестер отличаются от братьев. Поэтому здесь что? Мы рассматриваем каждый индивидуум отдельно, но мы все едины в одном. Это один из этих вещей, как намаз. Намаз – это на самом деле признак успешности. Тот, кто имеет веру, и тот, кто может совершить намаз правильным образом, на самом деле может считать себя успешным человеком. Почему? Потому что он встал на путь успеха, на первые ступени успеха. А все, что вы говорите, все, что вот эти качества, которые человек имеет, на самом деле они нужны для того, чтобы как раз таки и преуспеть в этих основах, и также в будущем. Ведь, к примеру, когда вы сказали достаток, почему он является успехом, является ли он основным успехом? Достаток для нас сама цель. А что? Средства. Достаток в основе это средства, которые мы используем для достижения довольства Аллаха, которое вы сказали в будущей жизни. Для того, чтобы творить добро, для того, чтобы творить справедливость, для этого мы используем свой остаток. Поэтому он для нас не сама цель, а средство. Так вот, хотел поговорить немного об этом понимании о намазе. Почему именно намаз? Потому что если посмотреть на те хадисы, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам передавал касательно намаза, в одном из хадисов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, первое, о чем будет спрошен человек в судный день, это намаз после имана. И если он сможет за него ответить, дальше ответ будет легким. Но если он остановится и не сможет ответить за намаз дальше, дела будут еще тяжелее. Дальше ответ будет еще тяжелее. То есть критерий в данный момент пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поставил критерий намаза, а не какого-то другого успеха. А намаз это не что иное, то, что человек может добиться, скажем так, совершать намаз на высоком уровне, на качественном уровне.
высококачественном уровне в этой жизни, больше нигде, потому что после смерти у нас уже нету обязанности совершать какие-то поклонения, только в этой жизни. Хорошо, в другом аяте мы знаем, что бедуин подходит к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и спрашивает у него: а тебя послал Аллах, субхану ва тааля, будучи пророком? Скажи с именем Аллаха. Попросил он его поклясться, он говорит: да. И тогда он говорит: велел ли он нам совершать пятикратную молитву? Он говорит: да. Велел ли он нам совершать ураза? Он говорит: да. Велел ли он нам дать закат? Он говорит: да. И тогда он сказал: я больше этого ничего не прибавлю. Я зайду в рай. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да, зайдешь. Он развернулся и ушел. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал своим сподвижникам: если он был правдив в своих словах, то он зайдет в рай. Так что же это на самом деле такое намаз? В чем его мудрость и в чем его секрет? Ведь мы знаем, если человек, например, будет ставить свои цели, доходить до этих целей, если человек будет самодостаточным, если человек будет усердным, если человек будет справедливым, но при этом, последнее я упомянул неправильно, почему? Потому что это противоречит справедливости. Он будет иметь достаток, будет иметь все, что мы думаем, что это является успешностью в этой жизни, и в конце концов оставить свою семью без присмотра. Не будет выполнять свои основные обязанности по отношению к семье. Его усердие, его достаток ему помогут в судный день? Нет, потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: достаточно человеку греха, если он оставит тех, которых он обязан обеспечивать. Понимаете? Исходя из этого, когда мы говорим о намазе, позвольте задать вам еще один вопрос. И осталось у нас очень немного времени. Еще один вопрос. Какие основные моменты или качества человек должен иметь во время совершения намаза? Или опишите мне намаз, который на самом деле является, я не скажу стопроцентно полноценным, но максимально который может стать причиной того, что человека он ведет, или станет причиной того, что Аллах субхану ва тааля ведет его в рай. Какой намаз? Искренний, смиренный, осознанный. Прочитанный вовремя. Как будто читаешь последний раз. Вовремя прочитанный. С ихсаном. Ага, с ихсаном. Что такое ихсан? Как в хадисе. Ты как видишь, как Аллах смотрит. Ты представляешь, что видишь Аллах смотрит, но ты его не видишь. Ты поклоняешься так, как будто ты видишь Аллаха субханаху ва тааля. Но даже если ты его не видишь, то он тебя видит. Это состояние внешнее или внутреннее? И внешнее, и внутреннее. Хорошо. Еще. Хушу. Хушу. Убежденность. Надежда. Скажите, пожалуйста, в течение нашей жизни сколько процентов от того, что вы назвали искренности, смиренности, хушу, ихсана, присутствует в нашем намазе? Особенно, если мы, по-нашему, люди высокого стремления, у нас большие договора, у нас большие дела, у нас очень важные встречи. Как это сказывается на нашем намазе чаще всего? Процент не снижается. Чем больше у нас важных дел, тем меньше, к сожалению, становится процент всего того, что вы указали. Правильно? Вот теперь, исходя из этого, мы можем понять. На самом деле, когда мы смотрим на человека, который имеет хорошую машину, у которого много договоров, много встреч, и мы смотрим на этого человека, то, что этот человек вот успешный, а я вот не успешный, раз мне делать нечего, пойду в мечеть и буду читать намаз, это неправильное понимание. Когда мы можем говорить о человеке, который, может быть, это просто как пример, не обязательно, что именно это, просто это как более наглядный пример, когда человек успешный в своей работе, но он на самом деле успешный в жизни, только тогда, когда на самом деле его намаз в этих вопросах, в этих качествах, которые вы упомянули, находится на высоком проценте. Поэтому Аллах субханаху ва тааля подобную категорию людей упомянул в Коране, говоря: «Ар-риджалун ла тульхихим тиджаратун, ва ла бей'ун ан зикриллахи ва икамис салах».
В суре Нур Аллах Субхану ва Тааля, описывая мужчин, это в данный момент это качество, которое Аллах Субхану ва Тааля описал их, говоря про них, то, что эти люди, которых не отвлекает ни торговля, ни продажа. В данный момент ат-тиджара. Ат-тиджара – это общее название торговли. Можете назвать на сегодняшний день это бизнес, это может быть сделки, это может быть какие-то, что в теории бизнесменов они лучше знают, как эти действия называются, или продажа. Почему именно эти вещи чаще всего нас отвлекают? Ведь это только пример. К примеру, у меня есть важная встреча. То есть, как правило, торговля – это то, что нам приносит пользу, после которой мы хотим сделать какую-то важную вещь, какое-то благое дело. То же самое. У меня какое-то большое дело, у меня работа, у меня еще что-то. Я что делаю? Приходит время намаза, и я встаю на намаз, и может быть половина намаза, а может чуть больше, а может чуть меньше, я в этой работе до сих пор. Я договариваюсь, я ставлю планы, я что-то выравниваю, я что-то там делаю. Ага, как только даю салям, все, что было там, это уже забылось. Плюс, иногда некоторые думают, что когда человек уделяет внимание этому намазу, уделяет внимание более так важное, больше уделяет внимание поклонению, он неуспешный во всех остальных делах. Нет, это тоже ошибочное мнение. На самом деле секрет в намазе заключается в том, до намаза. Как правило, когда человек хочет сделать какое-то благо, какое-то хорошее дело, скажем, построить мечеть, построить дороги, построить школы, построить медицинские учреждения, или что-то сделать благое, которое на самом деле это приносит пользу людям. Скажите, пожалуйста, есть ли мысли, даже если он этого хочет или не хочет, находят ли мысли того, что вот кто-то меня похвалит, кому-то это будет приятно, и мне тоже будет от этого приятно? Ведь в этот момент, когда мы делаем какие-то благие дела, мы очень часто вспоминаем, что именно похвалу людей, довольство людей, радость людей. Это то, что мы любим, хотим мы этого или не хотим. Это заложено в нас. Вот. Но это может также указать на то, что мы это делаем ради довольства людей. И не надо оправдываться или идеализировать себя, что я делаю это только вот ради Аллаха, а на самом деле у меня в глубине сердца сидит чувство, что я жду, кто же мне скажет хорошее слово. Или же даже, может быть, я не жду, но если никто не сказал, я начинаю переживать, почему никто ничего не сказал. Вот. Или когда мы, может, кому-то дадим сделаем какое-то благо своему близкому, своему родственнику или своему знакомому, он это возьмет и забудет меня поблагодарить. У меня может появиться чувство, почему он не благодарит. Я же ему сделал хорошее. Или даже иногда у нас такое в народе есть, не делай людям хорошо, они тебе не сделают плохо. Что-то наподобие этого есть. Если я сказал неправильно, можете подправить. Не делай добра, не увидишь зла. Хорошо. Почему, когда мы делаем добро, мы ждем от человека добро? Фитра так устроена. Но когда мы делаем это добро и не хотим от человека добра, а хотим от кого добра? От кого довольство? Чье довольство? От Аллаха Субхану ва Тааля. Вот здесь что? Вот здесь в наши сердца прокрадывается чувство показухи, чувство желания похвалы. И почему намаз становится индикатором успешности человека в жизни? Потому что на самом деле намаз, если общение с человеком это между людьми, то намаз это общение между Создателем и человеком. И как правило, когда я совершаю намаз, я ничего не даю людям. У меня нет прямых отношений с людьми во время намаза, кроме имама, если он стоит и читает перед ними. Так вот, намаз больше всего в нас воспитывает чувство искренности. Намаз больше всего в нас воспитывает чувство возвеличивания Аллаха Субханаху ва Тааля, когда мы говорим «Альхамду лилляхи раббил алямин», хвала Аллаху, Господу миров, который создал это все. В намаз больше всего в нас воспитывает чувство надежды на милость Аллаха Субханаху ва Тааля, когда каждый раз мы говорим «Ар-Рахмани ар-Рахим», милостивый и милосердный.
Намаз больше всего в нас воспитывает чувство той искренности, того желания награды от Аллаха Субханаху ва Тааля и больше ни от кого, говоря «Малики яумиддин», царь судного дня, когда только Он воздаст людям за то, что они делали в этой жизни. И когда этот намаз не воспитывает в нас эти качества, когда они у нас не укрепляются, то, соответственно, я заканчиваю этот намаз на ура, быстро, даю салям, выбегаю на свою сделку, а потом сможет ли шайтан пробраться ко мне в мое сердце или не сможет, это в основном зависит от того, как я совершил намаз до этого. Если я в отношении с Аллахом Субханаху ва Тааля не смог выстроить эту искренность, этот почет, это возвеличивание, то когда придет вопрос того, что получить похвалу людей, или сделать что-то в открытую, или что-то иногда нужно делать в открытую, чтобы это сохранить, то, как правило, что? Шайтан очень легко прокрадывается в наши сердца, если он смог прократься в наши сердца во время нашего намаза. Ведь когда мы встаем на намаз, он от начала до конца это что? Поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. Это возвеличивание Аллаха Субханаху ва Тааля. Это приближение к Нему. Это слова. И не только слова. Это действия. И какие еще действия? Это стояние, это поясной поклон, это земной поклон, это сидение. Это когда у тебя руки на коленях, и ты сидишь полностью, проявляя покорность и телом, и словами, и разумом, и сердцем. Все у тебя работает. Но когда в таком поклонении на самом деле ничто не сработало, то тогда не жди, что это может сработать, когда это тебе очень нужно, чтобы сохранить твои действия. Еще один хадис, который передает Абу Хурайра, ради Аллаху анху, передавая который, как правило, он часто терял сознание. Говоря о 3 категориях людей, которыми будет разжен ад. Это чтец Корана. Как правило, ученые объясняют, что это ученые. Это сражающиеся на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Это тот, который тратил на пути Аллаха Субханаху ва Тааля свое богатство. Или давал подаяние, давал садака. Так представь перед Аллахом Субханаху ва Тааля, он спросил у них, зачем вы это делали? И думаете, у нас не будет спрошено, зачем мы это делали? Будет спрошено. И один сказал: Аллах, ради тебя. Ведь это мы постоянно повторяем в наших словах. И тогда Аллах Субхану Тааля знает, что в его сердце было. И сказал: нет, ты это сделал ради того, чтобы что? Люди тебя похвалили, сказали, что ты герой, что ты смелый. Первый, это чтец Корана, чтобы люди сказали, что ты знающий. И тогда будет велено, чтобы его увели в ад. Второй, тот, который пал на пути Аллаха Субхану Тааля, у него будет спрошено: зачем ты это сделал? Он скажет: о Аллах, ради твоего довольства. И тогда он скажет: Аллах Субхану Тааля знает, что было в его сердце, он скажет: ты это сделал ради того, чтобы тебя хвалили, что ты смелый. И его также уведут в ад. И третий, который что? Давал или тратил свое богатство на пути Аллаха Субхану Тааля, у него будет спрошено: зачем ты это сделал? И он скажет: ради тебя, о Аллах. И тогда Аллах Тааля скажет: ты это сделал ради того, чтобы сказали, что ты был щедрым. Скажите, пожалуйста, ведь если посмотреть, то по нашей оценке, это самые успешные люди в жизни. Что это было? Это смелость, это мужество. Это на самом деле качество, которое любит любой мужчина. Это знание. Как правило, знание требует очень много усердия, терпения, старания. Это богатство. Ведь чтобы стать успешным бизнесменом, иметь большой достаток, для этого многие знают, для этого нужно много стараться, для этого нужно быть внимательным. Порой, ведь если человек работает где-то на фабрике или на заводе, его рабочий день с 8 до 5, то у бизнесмена это, как правило, или тот, который занимается большими торговлей, то это у него с 8 утра до 8 утра. Порой 24 часа он ломает голову, как, что и дальше. Вот. Но здесь, поймите очень важную вещь. Поэтому секрет намаза в том, что
это поклонение воспитывает нас, вырабатывает в нас истинную связь с Аллахом Субханаху ва Тааля. Чтобы когда мы говорили, зачем я это делаю, зачем я приобретаю большое богатство, зачем я строю себе дом, зачем я покупаю себе хорошую машину, религия этого не запрещает. Но она нас предостерегает от того, чтобы это было для каких-то своих корыстных целей, такие как высокомерие, такие как похвала людей, такие как их довольство людей. И когда человек идет на этом пути, на самом деле, и это становится для него признаком успешности, то тогда он может, не дай Аллах, попасть в большой капкан шайтана, когда он просто вырвет у него искренность из сердца или подменит ему ценности другими, менее важными ценностями. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в другом аяте, в суре Аль-Анкабут, говорит: «Инна ас-салата танха анил фахшаи валь мункар, валя зикруллахи акбар». Поистине молитва удерживает человека от мерзких от мерзкого и неодобряемого. От мерзких деяний и от неодобряемых деяний. Именно что Аллах Субхану сказал удерживает? Молитва. Именно намаз удерживает человека, потому что намаз это одна из самых сильных школ, которая воспитывает в нас это. И еще раз повторю аят, который до этого был упомянут, и на этом закончим. Сурат Ан-Нур, когда Аллах Субхану ва Тааля хвалит тех мужчин, которых не отвлекает ни торговля, ни продажа от поминания Аллаха и от давания заката. Ведь в этом аяте, обратите внимание, кто был упомянут? Риджаль, мужчины. Ля тульхихим, не отвлекает их тиджаратун, торговля, ихний бизнес, ихние дела, ихние работы, ихние что-то производство, что угодно. Уаля бей'ун, не ихняя торговля. Ан зикрилляхи, от поминания Аллаха, ва икамис салати, от выстаивания молитвы, ва ита из закати, от выдавания заката. А как правило мы знаем, закат кто выдает? Тот, кто имеет достаток. И это не просто достаток одноразовый, а достаток в течение года. Потому что это является из условий заката. Чтобы дать закат, у человека должен быть достаток определенный, он доходит нисаба, и он не должен уменьшаться в течение года. «Яхафуна яуман татакаллабу фихи л-кулубу валь-абсар». И эти мужчины боятся того дня, когда и лица, и сердца будут меняться. То есть судного дня. Когда на самом деле скрытое станет явным. Все будет меняться перед людьми. И здесь обратите внимание, если кто-то подумает, вот тогда все, мы будем читать намаз и оставим эту жизнь. Нет. Еще раз хочу обратить ваше внимание на те качества, которые Аллах Та'аля сказал. Их не отвлекает ихняя торговля, ихняя продажа. То есть они что? Они двигаются в жизни. Они стараются в жизни. Они что-то делают. Но это все не мешает им достойно и правильно выполнять намаз. То есть это все не отвлекает их. Поэтому, подытожив, хочу сказать. Можем мы себя считать успешными тогда, когда мы ведем свою жизнь так, как нам велел Аллах Субханаху ва Тааля. Пускай это будет торговля, пускай это будет работа, пускай это будет то, что мы должны делать. Но при этом, если это меня не отвлекает во время моего намаза, вот это признак успешности настоящей. Но если это до сих пор отвлекает меня, если я встаю на намаз Аллаху Акбар и не знаю на каком и где ракате я читаю, вообще какую суру я сейчас прочитал, потому что у меня ждет важная встреча, важная сделка, то тогда на религиозном уровне или в религиозной оценке этот человек еще не является успешным. Ему есть над чем работать. Понятно? Поэтому качество успешного человека – это то, что выстраивает на самом деле Аллах Субханаху ва Тааля, а не люди. А все, что вы сказали до этого, это правильно. Но большинство, не все, но большинство из этого – это критерии, установленные человеком. Хорошо, завтра, если эти критерии поменяются, что? Мы тоже будем меняться в соответствии с этими критериями? К примеру, не дай Аллах, конечно, но как в некоторых странах, в некоторых, скажем так, даже может быть и в Африке,
успешность оценивается не справедливостью, а силой. Кто порабощает, тот и успешный. Не дай Аллах, если что-то перевернется и станет подобным, то тогда все начнут порабощать друг друга. Это станет критерием успешности. Нет, поэтому мы, будучи мусульманами, должны адекватно смотреть на свою жизнь. И наша жизнь, оценка нашей жизни должна исходить из целей. А цели нашей жизни – это будущее, это довольство Аллаха, субхану ва тааля, это рай, в который мы стремимся. И все, что мы делаем в этой жизни, первое – это наша вера. Второе – это наши обязанности, которые мы отдаем по отношению к Аллаху и к людям. И после этого все, что вы назвали из благодостояние, богатство, всего, что, к чему человек стремится, это становится добавочным к тем основным критериям, которые он имеет. Вот тогда это можно сказать, этот человек на самом деле успешный, потому что он использует средства правильным образом. Дай Аллах субхану ва тааля, чтобы мы были искренними Его рабами, чтобы наша молитва была та молитва, которой Аллах субхану ва тааля будет доволен нами, чтобы была молитва, которая на самом деле изменит нас в лучшую сторону, увеличит в нас искренность, увеличит в нас справедливость, увеличит в нас честность по отношению друг к другу, взаимоотношения с друг другом, потому что любое действие, оно будет, за это мы будем отчитаны в судный день, в суде перед Аллахом субханаху ва тааля, где никто и ничто не сможет скрыть и ни от кого не сможет убежать. И дай Аллах субханаху ва тааля, чтобы нашим лучшим днем был тот день, когда мы встретимся с Аллахом субханаху ва тааля. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.